Раз, два, три, четыре, пять. 5 мертвых рыб на берегу Среднего Кабана. Примерно на этом же месте накануне казанцы застали еще более страшную картину. На водной глади лежал белый лебедь. Пароход прикольный. Деревянный. Вместо белокрылых Леонид теперь показывает сыну катамараны. Семья Васильевых приходит на Кабан кормить лебедей каждую неделю. Но сегодня здесь пусто. Пусто будет, не хватает. Тем более покормить не нравится. Ребенок у нас в восторге. На озере сегодня настоящий траур. Музыка приглушена, развлекательные мероприятия отменены. Негативно отношусь. Мне кажется, это может быть из-за загрязнений, возможно. Грязная вода, водоросли. Запутался, еды не нашел. Кабан невозможно представить без уток, без лебедей. Что происходит на Кабане? Задаются вопросом горожане и даже говорят о мертвой воде. Ведь 9 июля озеро было усеяно мертвой рыбой. Теперь лебедь. Мертвую птицу забрали сейчас на экспертизу специалисты комитета по биоресурсам. Они-то и должны установить причину гибели. Это крайне огорчительно, потому что птица уже, в общем-то, прожила 2 сезона на озере. И мы, конечно, рассчитывали, что вот из новых птенцов сформируется с этой птицы новая генерация уже чисто кабановских лебедей. Причиной смерти может стать сразу несколько факторов, говорят орнитологи. Развитие бактериальной инфекции, либо, возможно, загрязнение вод различными токсинами, что могло вызвать отравление. А по поводу что-то съел, не съел, такое может быть или нет? Скорее всего, это было бы видно, потому что слежка за лебедями непосредственно производится. Это уже вторая смерть лебедя в Казани за последний месяц. 10 июля на Черном озере собаки загрызли прекрасную Аделию. Ее друг Зигфрид остался один, и после реабилитации его переселят в Камское устье. Неужели лебедям в Казани не место? Причину гибели белокрылой птицы специалисты обещали назвать через неделю. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.